пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Погоди, Жадко, если сыпать дождем, мы огоньку будем, ух, букеты пьем, жены каждый все такие ясные. На данный момент я часто сталкиваюсь с родителями, которые говорят: ничего страшного, до 4 не говорит, потом заговорит. То есть, и я вижу дети, которые в 4 года по сей день, они не говорят или говорят отдельными словами. От этого ребенок все равно чувствует себя скованно. Хотела сказать, не ждите, начинайте действовать, начинайте сейчас заниматься ребенком. И когда есть такие прекрасные возможности, такой прекрасный центр реабилитационный, который идет навстречу, помогает вам, помогает развитию вашего ребенка. Тревогу начала я бить где-то, наверное, ближе к 4, когда я заметила, что ребенок у меня не разговаривает. Если получается, то говорит отдельные слова. Он у меня второй из двойни. То есть, если его двойняшка Амина, его сестра, она разговаривала вовсю, то Альтаир заметно отставал. И начали ходить по врачам, и нам рекомендовали центр Бияй-Жулдызай. До этого я не слышала, то есть как бы я не сталкивалась с таким. И когда пришли, я была приятно удивлена. Именно тому, что теплый прием, как относятся к ребенку. Конечно, хочу выразить огромную благодарность специалистам за их профессионализм, за их подход к ребенку, за теплоту, за ласку. Ребенок у меня здесь раскрылся. То есть, когда мы пришли, он разговаривал только словосочетаниями. Тонус мышц у него был слабый, язык у него практически не двигался. Он был застенчив, скромный, не отвечал на вопросы. То есть, он все время стеснялся, не верил в себя. Также у него память страдала. Он элементарные вещи очень быстро забывал. И в первый же месяц, я бы сказала, не столько положительная динамика, сколько произошел резкий скачок. У него улучшилась память, он стал интересоваться, стал заявлять о себе, проявлять характер. Ребенок начал разговаривать, начал интересоваться машинами, запоминать марки машин, цифры стал запоминать. Нам доверили стих первый в садике, который он успешно выучил, сам рассказал. Теперь он у меня учит стихи, 8-стишья. То есть 4-стишье для нас это уже как бы кажется легким. Занимайтесь детьми, ведь дети это наше будущее. И весь основной вклад, который мы внесем в детстве, это потом скажется в будущем. Я хотела бы выразить огромную благодарность за труд, за вклад, за профессионализм, за теплоту, за ласку. Я мама у Тенисова Орлана. Мы ходим в центр Жулдызай уже 3-й год. И вот с того момента, как мы начали сюда ходить, у нас появились значительные улучшения в состоянии здоровья. То есть, когда мы сюда пришли, мы не разговаривали. Благодаря именно логомассажу от Жанат Хайратовны у нас пошла речь, появились первые слова, уже осознанные словосочетания, предложения. На данный момент он очень хорошо разговаривает. Это все заслуженный труд. Хотим выразить большую благодарность, огромное спасибо. Получается, у Орлана тоже значительное улучшение. Именно в физическом состоянии. Он уже ползает на коленях, пытается ходить у опоры. И Аллах в ближайшем будущем, надеюсь, на следующий год у нас уже будет Саукисер. Мы очень стараемся, занимаемся. И в этом большая заслуга вашего центра. Огромное вам за это спасибо. Желаем всем крепкого здоровья. Хотела лично от себя посоветовать всем мамам особенных малышей не сдаваться, не опускать руки. Будут сложные периоды, когда кажется, что уже ничего не изменится, никто не поможет, но только непрерывные занятия и труд дадут свой результат, и вы увидите в скором времени, что ваш малыш начнет разговаривать, ползать и бегать, и все будет отлично у вашего ребенка.